День дачника и праздник всей земли. Но почему благодаря дачникам и именно России? Почему? Какая взаимосвязь здесь? Понимаешь, Владимир, земля хоть и большая, но она очень-очень чувствительная. Вот ты тоже большой по сравнению с комариком, а сядет комарик на тебе, и ты чувствуешь его прикосновение. И земля все чувствует, когда бетон и асфальт ее закатывают, когда вырубают и жгут растущие на ней леса, когда ковыряют недра ее и сыплют в нее порошок, называемый удобрениями. Ей больно бывает, но она все равно любит людей, как мать любит детей своих. И старается земля забрать в недра свои злобу людскую, и только когда не хватает сил у нее сдерживать, прорывается злоба извержением вулканов и землетрясениями. Земле помогать нужно, сила ей придает ласка и бережное обращение. Земля большая, но самая чувствительная, и чувствует она, когда к ней с лаской прикасается хотя бы одна человеческая рука. О, как чувствует и ждет она этого прикосновения! В России некоторое время землю считали достоянием всех и ничем конкретно. Люди не воспринимали ее как свою. Потом произошли перемены в России. Стали людям давать маленькие участки земли под дачи. Не случайно произошло так, что эти участочки очень-очень маленькими были, и невозможно на них механизмы всякие применять. Но истосковавшиеся по земле россияне с радостью брали их, и бедные брали, и богатые, потому что ничто не может разорвать связь человеческую с землей. Получив свои маленькие участочки, люди почувствовали интуитивно, и миллиона пар рук человеческих с любовью прикоснулись к земле. Именно руками своими, не механизмами, люди трогали ласково землю на своих маленьких участочках, и она чувствовала прикосновение каждой руки в отдельности и нашла в себе силы земля, чтобы еще продержаться. Так что же получается? Каждому дачнику памятник ставить нужно, как спасителю планеты. Да, Владимир, они спасители, но памятников столько не сделать. Лучше для них учредить праздник всеобщий, но выходной или 2 выходных, день дачника или день земли назвать в календаре. Ой, праздник! Сплеснула руками Анастасия. Как здорово ты придумал! Праздник обязательно нужен, веселый и радостный праздник. Вот ты и посвяти своим лучиком правительству нашему да депутатам Государственной Думы. Пусть они закон такой издадут. Я не смогу пробиться к ним. Они в суете повседневной. Им решений много принимать приходится. Думать совсем некогда. Да и смысла особого не имеет осознанность их повышать. Тяжело им будет осознавать, видеть полную реальность. Решения более верные, чем сейчас принимаются, им не позволят принять.
Кто же правительству, президенту может не позволить? Вы, массы, большинство, непопулярными мерами назовете правильное решение. Да, правильно говоришь, у нас демократия. Наиболее важные решения принимаются большинством. Большинство всегда право. Наибольшей осознанностью всегда достигали сначала единицы, Владимир, а большинство лишь через некоторое время постигало ее. Если так, зачем тогда демократия, референдумы? Они нужны как амортизаторы, чтобы резких толчков не было. Когда амортизаторы не срабатывают, происходит революция. Период революции всегда тяжел для большинства. Но праздник дачников не революция. Что в этом плохого? Праздник такой – это хорошо. Он нужен, обязательно нужен. Надо его сделать быстрее. Буду думать, как быстрее. Я помогу тебе. Я лучше знаю, какие рычаги в нашей жизни эффективнее срабатывают. Я в газете или нет, в книге твоей о дачниках напишу и попрошу людей, чтобы они телеграммы в правительство и Государственную Думу направляли. Просим учредить праздник дачника и праздник земли. Только вот какого числа? 23 июля. Почему 23-го? День подходящий. И потому что это день твоего рождения. Ведь идея эта прекрасная, твоя. Хорошо, значит, пусть в телеграммах люди пишут 23 июля узаконьте праздник дачника и праздник всей земли. Как только в правительстве и в Госдуме читать начнут и задумаются, к чему бы это люди телеграммы такие шлют, ты тут своим лучом как шарахни. Шарахну, изо всех сил шарахну, и праздник будет светлый и прекрасный. Все люди будут радоваться, и земле всей радостно будет. А все почему радоваться должны? Только для дачников этот праздник. Надо так сделать, чтобы все радовались, всем, чтобы хорошо было. Этот праздник начнется в России и станет самым прекрасным праздником на всей земле, праздником души. И как же он проходить будет самый первый раз в России? Никто же не знает, как праздновать его. Сердце каждому подскажет в этот день, что ему делать нужно. А в общем, я смоделирую сейчас. Далее Анастасия заговорила четко, произнося каждую букву. Она говорила быстро и вдохновенно. Необычен был и ритм ее речи, построение фраз, произношение. Пусть в этот день Россия проснется на рассвете. Все люди с семьями, с друзьями и одни к земле придут и встанут на нее босыми ногами. Те, у кого есть свои маленькие участочки, где они своими руками выращивают плоды, пусть встретят первый солнцелуч среди своих растений, потрогают руками каждый вид, а солнышко взойдет, пусть разных ягод по одной сорвут и их съедят, и есть им ничего не нужно больше до обеда. Пусть до обеда уберут участки, подумает пусть каждый о жизни, радость в чем и в чем его предназначение.
О близких вспомнит каждый пусть с любовью, о друзьях, о том, зачем растут его растения, и каждому пусть даст свое предназначение. И каждый до обеда обязательно хоть час один должен побыть в уединении. Неважно, где и как, но обязательно, чтобы быть в уединении. Хоть час один в себя попробовать, смотреть. В обед пусть соберется вся семья, живущих вместе и издалека пришедших в этот день. Обед пусть приготовят из того, что родила земля к обеденному часу. Пусть каждый то на стол поставит, что пожелает сердце и душа, и ласково в глаза друг другу пусть посмотрят члены всей семьи, и самый старший стол пусть благословит вместе с младшим самым. И за столом спокойная беседа пусть звучит. О добром разговор быть должен, о каждом рядом кто. Необыкновенно ярко вырисовывались картины, описываемые Анастасией, и сам я ощущал себя сидящим за столом, и рядом люди, увлекшись праздником, поверившие в него, еще вернее сказать, будто бы уже участвовал в нем, я добавил: надо первый тост сказать перед обедом, бокалы всем поднять, за землю выпить, за любовь. Казалось, я уже держал бокал в руке, и вдруг она: Владимир, пусть не будет на столе хмельной отравы. Из рук моих исчез бокал, и вся картина праздника исчезла. Анастасия, прекрати, не порти праздник. Что же, раз хочешь ты, пусть на столе вино из ягоды будет, и мелкими глотками нужно пить его. Ну ладно, пусть вино, чтоб сразу не менять привычек. А что после обеда будем делать? Пусть возвратятся люди в города, собрав плоды участочка своей земли, везут в корзинках и угостят плодами тех, кто не имеет их. О, сколько положительных эмоций в этот день! Они болезни многих победят, и те, что смерть болезней предрекали, и те, которых годы не изгнали, уйдут. Пусть тот, кто болен неизлечимо или слегка, в этот день встречать придет поток людей с участочков своих вернувшихся. Пусть тот, кто болен неизлечимо или слегка, в этот день встречать придет поток людей с участочков своих вернувшихся. Лучи любви, добра и привезенные плоды излечат, победят болезни. Смотри, смотри, вокзал, людей поток с корзинками цветными, смотри, как светятся покоем и добром глаза людей. Анастасия словно вся сияла, все больше воодушевляясь идеей праздника. Глаза ее уже не просто радостно блестели, они словно искрились голубоватым светом. Выражение ее лица менялось, но все же оставалось радостным, словно в мозгу ее бурным потоком неслись картины великого праздника. А вдруг она замолчала, потом согнула одну ногу в колени и, подняв правую руку вверх, одной ногой оттолкнулась от земли
и взлетела, как стрела, поднялась над землей. Почти до первых сучков кедров допрыгнула. Когда опустилась, взмахнула рукой, хлопнула в ладоши, на поляне голубоватое свечение разлилось. Все слова, которые говорила Анастасия, словно повторяла каждая малюсенькая травинка и букашка, и каждый величественный кедр. Звуки голоса Анастасии словно усиливала невидимое силище. Они не были громкими, но создавалось впечатление, что слышит их каждая жилочка необъятной вселенной. Я тоже вставлял свои фразы, потому что невозможно было удержаться, как начала она. В Россию в этот день приедут гости, все те, кого рождала атлантами земля, как блудные вернутся сыновья, и пусть по всей России в этот день проснутся на рассвете люди, и пусть весь этот день вселенской арфы струны мелодии счастливой зазвучат. Все барды пусть на улицах и во дворах играют на гитарах, и тот, кто слишком стар, пусть в этот день побудет очень юным, как много-много лет тому назад. И я, Анастасия, буду юным, и мы с тобой, Владимир, будем юны, как будут люди юны в первый раз. И старики напишут детям письма, и дети все родителям своим, и малыши совсем свой первый в жизни сделав шаг в мир радостный, счастливый, пусть войдут. И в этот день детей ничто не огорчит. Пусть взрослые на равных будут с ними. И боги все опустятся на землю, а в день этот боги все пусть воплотятся в образах простых. И Бог един вселенский будет счастлив. Пусть в этот день ты будешь очень счастлив любовью, засветившейся землей. Анастасия увлеклась картинами праздника. Она кружилась по поляне, словно в танце, все больше воодушевляясь. «Стой, стой!» — крикнул я Анастасии, вдруг осознав, что она воспринимает все всерьез. Она не просто говорит слова. Я понял, она моделирует каждым своим словом и странным построением фраз, моделирует картины праздника и с присущим ей упорством будет их моделировать, мечтать о нем, пока не воплотятся ее мечтания в реальность, как фанатичная будет мечтать. Для своих дачников стараться, как 20 лет до этого старалась, и крикнул я, чтобы остановить ее. «Ты что, не поняла? Ведь это шутка с праздником. Я пошутил». Анастасия вдруг остановилась. Я на нее как посмотрел, так сразу в душе словно защемило что-то от выражения ее лица. Лицо ее растерянным, как у ребенка, было, и с болью, с сожалением смотрела на меня она, как будто разрушитель я какой-то, и почти шепотом она заговорила. «Я приняла всерьез, Владимир. Я смоделировала уже все, и в цепь событий, предстоящих телеграмм людских, плелось звено. Без них
нарушится событий череда. Я приняла твое, поверила в него, произвела. Я чувствовала, искренне ты говорил о празднике, о телеграммах. Не забирай обратно сказанного слова. Ты только помоги мне телеграммами, чтобы я, как ты сказал, могла своим помочь лучом. Ладно, попробую. Только успокойся. Может, эти телеграммы никто отправлять не захочет. Найдутся люди, те, которые поймут, почувствуют в правительстве и в Думе вашей тоже. И будет праздник. Будет. Посмотри. И снова праздника картина понеслись. Вот и написал я об этом. Дальше поступайте, как сердце велит и душа. У нас дома очень хорошо. Рахмет Пекзур за чтение благостных снов. И Рахматуллам, благодарю. И вам, сын мой родной, и всем людям, всей земле. Вот землю вот так полоскаем, желаем волшебных, чудесных, радостных и очень мирных, спокойных снов. Рахметуллам, благодарю. Это самые важные слова для родителя. И самая высшая оценка от дитя своего для родителя. Хорошо у нас дома. Благодарю.